Сегодняшний день знаменует завершение грандиозной осенней кампании по озеленению. В этот день 2500 молодых ясеней и акаций найдут свой новый дом вдоль 30-километрового участка трассы Горогорск-Сунжа. Для того, чтобы поддержать и принять участие в зеленой акции, съехались различные организации и ведомства республики, а именно представители Сбербанка, Единой России, различных мэрий республики, представители движения «Экосистема» и другие. Министр природных ресурсов и экологии Ингушетии подчеркнул, что помимо неоспоримой пользы для окружающей среды, стройные ряды ясеней и акаций радикально поменяют внешний облик участка, создавая ощущение уюта, порядка и гармонии для каждого, кто проезжает по ней. Осталось 300 метров, мы 2200 деревьев высадили. Надо добить, и на следующий год до Алшиандали закроем полностью 56 километров. То есть это у нас получается 8,5 тысяч деревьев, 9,5 тысяч деревьев. Озеленение началось с раннего утра. Высадка вдоль транспортных артерий не только эстетика, но и продуманное решение, несущее в себе экологическую пользу. Подобные зеленые насаждения – мощный и естественный барьер против пыли, летящей с дорожного полотна. Они очищают воздух от вредных примесей и обогащают его кислородом. От Сбербанка поддержать акцию приехали более 20 сотрудников. Мы считаем, что участие в экологических акциях – это приоритет нашей страны, нашей республики, нашей компании. И поэтому одна из задач Сбера – принимать участие в таких акциях. Акция «Сохраним лес» организована Министерством природных ресурсов и экологии Ингушетии по поручению главы субъекта Махмуда Али Калиматова. Выбор осени для высадки не случайен. Именно в этот период, когда соки уже не так активно циркулируют и растения готовятся к покою, у молодых деревьев появляется возможность адаптироваться к новой почве. До наступления крепких морозов их корневая система успевает укорениться, закрепиться и подготовиться к весеннему рывку. Школьников региона также подключили к акции. Нужно помогать природе, в общем, рассаживать деревья, так как еще в мире актуальна проблема загрязнения воздуха, и мы решили помочь так. Вдоль трассы Сунжа-Горогорск, кроме асфальтового покрытия, ничего не было, потому что она была отреконструирована и открыта в прошлом месяце. Появившиеся насаждения здесь будут очень кстати. Мы выбрали для посадки саженцев ясеня и акации. Выбор не случайный. В 2019 году Махмуд Али Махшарипович поручил при посадке деревьев отдавать предпочтение именно медоносам, поскольку наша республика славится своим медом, своими пчеловодами. И, соответственно, эту традицию мы поддерживаем. Ингушетия продолжает уверенно идти по пути экологического развития, доказывая, что будущее можно строить не только с учетом экономических показателей, но и с глубоким уважением к природе. А после плодотворной работы всех участников ожидала заслуженная полевая кухня. Мадина Цора, Абдулла Тангиев, Магаз, 24.